Красное Знамя. Первый орден, учрежденный в 1918 году в РСФСР для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества. А уже в 1924 году переименован в Орден Красного Знамени СССР. Получить эту награду было честью для всех военнослужащих. В числе обладателей были и ингуши Хизер Арцханов, Заама Яндиев, Атабек Картоев. Их имена в истории не только ингушского народа, но и всей страны. А совсем недавно Государственным архивом Ингушетии были найдены новые документы, связанные с этими личностями. В скором времени их копии будут храниться и у нас в республике. Безусловно, эти материалы важны, поскольку они касаются не только событий и фактов нашей истории, но конкретных персоналей, личностей, которые несли огромный вклад в свое время в историю нашу, в общественно-политических событиях того времени принимали активное участие, в том числе имена, которыми мы по праву гордимся. К отбору достойных этой награды подходили очень строго, поэтому Орден Красного Знамени был редкостью. Награжденным выдавалась грамота и памятка, что такое Орден Красного Знамени и кто его носит. Кавалер ордена должен был помнить, что по нему учатся бескорыстному исполнению долга. Один из первых представителей народа Северного Кавказа, ингуш, получивший высшую награду Советского Союза, Атабек Тимирович Картоев, герой гражданской войны, командир конных разведчиков 283-го стрелкового полка. Он воевал на различных участках фронта за пределами Ингушетии гражданской войны. Это под Царицыном, на Украине, и различных других. В том числе участвовал и в событиях революционных в Петрограде в 1917 году. И вот в 1919 году он был представлен за бои в районе Царицына. И в 2020 году приказом Революционного военного совета РВСР 1920 года номер 531, а знак ордена 3254, он был награжден. Еще один орденосец Яндиев Заама Исламович, герой гражданской войны, командир крупного ингушского партизанского отряда, который действовал против добровольческой армии генерала Деникина на Северном Кавказе. В 1920 году его партизанский отряд был переформирован в ингушский кавалерийский полк и включен в первый корпус Красной армии. Новые документы об этом человеке включают информацию о вторичном награждении боевого Красного Знамени. В 1919 году, в августе месяце, по поручению Гекала, командовавшего партизанскими отрядами Чечни и Ингушетии, товарищ Яндиев пробрался по военно-грузинской дороге. Этот район контролировался белыми на тот момент, добровольческой армии Деникина, в Тифлис. Оттуда в Баку для связи с подпольным комитетом большевиков Азербайджана. Подпольный комитет поручил товарищу Микояну и Яндиеву связаться с центром и сделать доклад обо всем, творящемся на Северном Кавказе. С громадными трудностями товарищи Микоян и Яндиев переправились на лодке через Каспийское море в Астрахань, несмотря на огромные трудности. Приобретение техники, издательские проекты, выставочные мероприятия, подготовка к международной конференции. Перспективы у Госархива долгосрочные, а пока самой приятной новостью для сотрудников стал вопрос строительства нового здания и предстоящее новоселье. Хавагагива, Мухаммед Белакиев, Новости 24.